сегодня, не знаю, успели ли вы разобрать те материалы, которые требовалось, я опубликовал ссылочку на хороший сайт петербургского Дацана, где тоже проводятся уроки тибетского языка. И там очень удобная была раскладочка, вы, наверное, помните, в которой были буквы, обозначенные кнопочками. Нажимаешь кнопочку и, собственно, звучит буква. И можно было посмотреть, как писать эти буквы на тибетском языке. Вы все нашли эти материалы? Потому что это очень важно найти то, о чем я сейчас говорю, потому что мы не будем этого объяснять. Я не буду объяснять, как писать эти буквы, потому что там объяснено очень хорошо, и у нас с вами просто не хватит времени. И сегодня я перейду к следующей букве. Точнее, сегодня мы с вами должны по программе закончить полностью алфавит. Так как алфавит — это базис для того, что мы будем делать, а дальше у нас начнутся более сложные буквы, различные сочетания, поэтому очень важно, чтобы вы успевали это делать, так как у нас сегодня второе занятие, то есть занятие в среду. До следующего занятия у нас довольно много времени, поэтому мы должны все успевать. И к следующему занятию я надеюсь, что вы все заучите тибетский алфавит полностью. Это очень мало, это 30 букв. 30 букв — это не должно быть для нас проблемой. Посмотри, пожалуйста, да, смотри. Вот, он я нажал, смотри, видишь, он. Что-то должно гореть, здесь нет индикатора, чтобы что-то горело. И теперь мы переходим к следующему ряду тибетских букв. То есть ча, ча, джа, ня. Это следующие 4 буквы. Помните, мы говорили с вами, что у нас будет 5 рядов, где буквы обладают теми же, то есть одинаковыми качествами. Что мы можем сказать про эти 4 буквы? Они обозначают 4 разных звука, и они характеризуют, то есть они имеют все те же характеристики. Я понимаю, что кому-то плохо видно, поэтому я говорил, что желательно распечатать тот урок, который мы с вами проходим из учебника Тондена «Современный тибетский язык». И здесь, смотрите, вот эта буква ча, что это будет? Какой это тон будет? Высокий. Все буквы в первой колонке, в первых 5 рядах, это высокий тон. Ча. 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 Теперь произнесем прошлую букву, которую мы произносили, то есть прошлый звук, который мы произносили на прошлом занятии. Он был какой у нас? Ка. Ча. Чувствуете, одно и то же. То есть ча — это очень простой звук. Он очень похож на русские звуки. Естественно, надо только помнить, что он в высоком тоне. Что с этими звуками удобно в первой колонке? Они всегда одинаковые. И если мы напишем что-то рядом, выше, и где бы то ни было, они звучат одинаково. С другими буквами со звуками низкого тона, иногда происходит трансформация. То есть они из низкого могут перейти в высокий тон. И об этом необходимо помнить. С этими звуками очень хорошо. Они не меняют своего тона. Дальше идет следующая буква. Буква ча. Посмотрите, ее пишут тибетцы по-разному. Есть два написания. Есть такое написание: палочка, петелька, петелька. Приемлемый вариант. Второй вариант: палочка. И смотрите, вот такое движение. Можно так, можно это. Вы убедитесь в этом, когда вы увидите. То есть в некоторых материалах будет говориться, что надо писать так, в некоторых будет говориться, что надо писать это. Неважно совершенно. Можете писать либо так, либо это, как вам удобно. Второй ряд у нас какой с вами? Аспиративный. То есть с чем? С придыханием. То есть, когда мы произносим второй звук, он должен быть немножко более сильным. То есть он у нас должен звучать как ча. Ча. В первом ряду у нас была ка. Ча. Ка. Ча. Дальше у нас идет низкая ча. То есть у нас в предыдущем ряду была ка, и здесь ча. Ча. Она отличается немножко, то есть это что-то среднее. Обычно мы записываем этот звук вот таким вот образом. Либо ДЖА, либо иногда записывают ЧЖА.
То есть, если вы помните, был такой ламрим лама цонкапы. И вот там пишется че цонкапы. То есть, вот так вот пишется. Но там это слово в высоком тоне, здесь у нас это низкий тон. То есть, смотрите, я пишу здесь низкий тон. Ча. Потрогайте себя. Здесь вот ча. Должна быть вибрация, должна быть отсюда. Ча. Ча. Так как нас много, а времени мало, у нас не получится, как в прошлый раз, с каждым прорабатывать это. Поэтому я доверяю вам, я надеюсь на вас. Вам необходимо будет работать с тем, что я выкладывал на сайте самим. Если вы не будете с этим работать, то мы не будем двигаться вперед, то не будет совершенно никакой пользы. Поэтому я хотел бы, чтобы вы это делали. Дальше, следующий, какой у нас был? Назализированный. То есть это низкий, назализированный, он произносится ня. 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 Низко. Ня. Ча сама по себе не имеет, в принципе, никакого значения. Ча имеет значение пара. Просто можете записать себе где-то, может быть, это вам поможет запомнить как-то ассоциативно эти слова, эти звуки. Ча – это пара. Ча. Дальше. Ча. По-тибетски это чай. Ча. Это явное заимствование, я думаю, что из китайского. В китайском он произносится по-другому, чай, но довольно похоже. И дальше это ня. Ня. Это значит рыба. Ня. Что там, звук идет? Звука не идет? Ну, тогда нехорошо, те, кто нас слушает, они ничего не услышат. И произнесем теперь все звуки, то есть ня. Ня. То есть это тоже назализированное, но это просто ня. Обычно мы его записываем вот таким вот образом. То есть по-русски, когда пишем, мы записываем его вот так, через мягкий знак ня. Очень часто люди этого не слышат, мягкий знак не пишут, произносят как ня. Ну, ня, ня, чуть-чуть различается. Давайте писать, если будем записывать кириллицей, как ня. И здесь теперь я запишу, как это пишется вайли, то есть транслитерация. О, у нас даже появилось. Сережа, спасибо. Теперь запишем, нам очень важно это будет, потому что вы с этим не раз столкнетесь. Мы не собираемся стать востоковедами, мы не собираемся стать какими-то профессиональными тибетологами, и все же иногда нам будут встречаться некоторые имена, записанные транслитерации, могут встречаться тексты, записанные транслитерации, и было бы хорошо, если бы вы умели это читать. Для этого нам необходимо знать, как эти буквы транслитерируются. Теперь смотрите, ча у нас записывается вот так вот. CA, просто ча. Ча у нас записывается CHA. Ча. Вот это вот будет записываться как GA, GA, и вот это вот будет ня, через Y, видите? Все всегда записывается маленькими буквами. В транслитерации вайли нет больших букв. Большие буквы используются только для записания санскритских букв, но мы это будем проходить отдельно позже. Сейчас нам надо записать алфавит, запомнить, как он пишется в вайле, и усвоить, как он произносится. Все записали? Мы будем немножко идти динамично, потому что нам надо очень много материала пройти. У нас всего с вами год. Год это очень мало, вы не поверите, как быстро это время пройти. Теперь произносим вместе со мной. Произносим все 4 буквы вместе. Ча, 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 ня, ня, ча, 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 ня, ня. Соблюдаем тон. Ча, 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 ня, ня, ча, ча. Дальше. Ча. Дальше. Ча. Теперь без меня я послушаю, вдруг что услышу. Ча, 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 ня. Ну, вроде бы хорошо. Теперь мы перейдем к следующему ряду. Здесь должно быть все просто. Первые 5 рядов все просто. Просто запоминаем и не напрягаемся. Дальше идут у нас буквы Та, Та, Да,
На. Первый, как обычно, как мы уже говорили, записывается вот так вот, смотрите, просто та. Первое, как обычно, будет в высоком тоне. Та! 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 Следующее, смотрите, ну, соответственно, здесь по подобию идем. Если здесь у нас придыхание обозначалось с помощью буквы H, или по-другому английской H, то здесь, соответственно, у нас будет та. Та. Дальше у нас шла чистая из алфавита буква да, то, соответственно, она будет писаться вот так, и она будет у нас в каком тоне? Низком. Низком. Она опять-таки произносится не как да. Она произносится что-то среднее между та и да в низком тоне. Та. Да. И следующее, это очень просто, это просто русское на, но в низком тоне. На. На. То есть что значит в низком тоне? Она такая у нас, она богатая такая. На. Как это все вместе произносится? На, она пишется вот так. То есть, смотрите, я пишу, видите, как заглавный, но вы помните, что у нас нет заглавных, просто чтобы было видно. Это просто должно вот писаться вот так вот, на самом деле. Даже лучше вот так вот. Та! 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 На! Та! Та! На! Та! Та! Да, на. С этим все просто? С этим все понятно? А последняя она как произносится? Тоже в нос? Дело в том, что это носовые, они все произносятся в нос. Мы просто, когда произносим на, мы этого можем не чувствовать, но она назализированная, когда вы просто произносите русскую на, послушайте себя. На. Куда идет звук? Какая-то часть звука уходит через... Когда мы произносим ма, она губная, и в то же время идет в нос. А если произнесем ба, у нас в нос не идет воздух, там просто она губная. Ва, то же самое. Да. Вопрос, порядок черт у второй буквы, которая тха. Вот мы об этом говорили, вы просто отсутствовали на первом уроке. Порядок черт, вы смотрите сами отдельно, я в страничке, добавляйте на страницу. На странице там есть материал, где можно посмотреть, как пишется буква. Вот здесь вот в частности... Вы просто сейчас напишите быстро на доске, я увижу. Вот если мы каждый раз будем что-то быстро писать на доске, я думаю, что мы ничего с вами не Можно будем писать, рисовать. потому что спрашивают Вот раз. людей. Два. Понятно? Ага. То есть одна черта, второе движение. Но вот это сам... Тха. Та, если писать Тха. правильно, то должно быть вот раз, два, три, четыре, пять. Ага. То есть посмотрите лучше, я говорю еще раз, материалы. То есть сейчас это, мы не будем на этом останавливаться, мы просто тогда не успеем ничего. Поэтому я снова и снова повторяю, необходимо работать самим, необходимо разбирать это дома. И я здесь видел, у некоторых есть даже целые тетради, где люди прописывают. То есть пропись — это то, что мы делали, то, что все обычно делают. Если у вас есть время и желание, необходимо прописывать хотя бы по несколько строк эти буквы, смотреть, как они пишутся на сайте и прописывать. Вообще традиционно, как это делалось среди разных буддийских народов, то есть среди тех же тибетцев, среди бурятов, монголов, калмыков, все эти буквы прописывались по много раз. Писали, раньше были такие специальные доски, которые покрывали копотью, то есть такую доску держали над каким-то источником пламени, покрывали копотью, и затем специальными стилусами писали. То есть и тогда не тратится пищи материал, тренировались писать, и затем копировали очень много текста, то есть резали бумагу специально. Я помню, в детстве мы переписали не один десяток текстов, переписывали и 21 восхваление Тары и так далее. То есть люди садились и переписывали тексты. Это очень хороший навык. И традиционно считается, что это один из тех родов деятельности, которыми должны заниматься ученые люди. То есть это переписывать тексты. В Индии традиция была такая же. То есть в Индии одни и те же тексты в одной и той же семье могли переписывать по много-много раз. И в конечном итоге скапливались большие количества одного и того же текста, который был переписан много раз. Далее мы переходим к следующему ряду. У нас идут дальше губные.
Первый у нас будет в каком тоне? Высоком. Па. 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 Почему она губная? Потому что у нас смыкаются губы, поднимается внутри давление, губы открываются, происходит звук па. Па. Она простая, это па. Только она немножко выше, она па, вот так, па. Па. Дальше идет какая? Аспиративная. Ха. Ха. То есть давление чуть-чуть поднимается выше, и когда открываете, получается не как па, а получается ха. Ха. Х здесь нет, запомните, х у нас здесь звука нет, здесь просто аспирация. Ха. 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 В Индии иногда это очень смешно, то есть в Индии тоже есть, она пишется вот так, вот не записывайте, это не важно, есть такая ха. И вот она используется для того, чтобы передавать английский звук F. Но это не совсем... Ой, надо закрыть, чтобы не отдавал. Чтобы передавать английский звук F. И, соответственно, получается, когда люди, которые изучают английский, но произносят его как хинди, вместо five произносится five. И в свое время, например, на многих монгольских языках Франция звучала как фаранс. Потому что не было этого звука Ф, его заменяли вот этим придыхательным П, и получалось фаранс. Вот это вот звук тот самый Па. 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 Какой звук дальше? Па. Низкий. Па. Па. То есть здесь не должно быть Па. Просто Па. Па. Дальше идет Ма. Какой он у нас? Ма. Ма. Записываем. Это записывается как... Я надеюсь, что вам видно всем. Я, наверное, буду писать ниже и стирать, потому что я боюсь, все не увидят, и это нехорошо. Он записывается вот так вот. Это вот у нас па, это будет ха, это будет. И теперь смотрите, вот это па, она опять нечто среднее между па и ба, но не такое звонкое, как ба, и произносится в низком тоне, получается па, па. Па. У па самого как такового значения нет. Па это отец. Па это отец. Соответственно, пама, что это будет? Родители. Вы уже почти что говорите на тибетском. Пама. Па это будет первый слог от коровы. И иногда вот этот слог па в значении коровы, он входит в другие слова. Есть такой, например, термин как паджума. То есть 5 появившихся из коровы. И вот там вот па означает корову. Па. Ма это, ну, вот, как мы уже говорили, это мать. И давайте вместе несколько раз произнесем. Па. Па. Ха. Па. Ха. Ма. Ма. Па. Ха. Ха. Ма. Здесь очень важно стараться... Обычно произношение хорошо получается у кого? Получается у тех людей, которые очень легко могут подражать кому-то еще. Люди, которые обладают артистическими способностями, у кого хороший музыкальный слух, и кто может имитировать или подражать другим, обычно у таких людей очень хорошо получается произношение другого языка. Потому что такие люди, они в этом отношении очень расслаблены, очень легко могут повторить, поэтому это то, что сейчас нам требуется. Нам требуется делать то, что я делаю. То есть я показываю, вы делаете, и не сомневаемся, не комплексуем. Па! Ха! Ха! Ма! И еще я заметил на прошлом занятии, что некоторые люди у нас стесняются. Так вот я хотел бы сказать, что стесняться надо, когда мы делаем что-то плохое, когда мы обманываем, убиваем, воруем. Здесь мы занимаемся чем-то хорошим. Поэтому нам не надо стесняться. Необходимо делать все, как я говорю. И мы с вами через год будем говорить на тибетском. Далее мы переходим к следующему ряду. Какой у нас будет первый звук? В высоком тоне у нас будет. Да. Та. Та. Дальше идет аспиративный. Ца. Ца. Дальше идет какой? Ца. Ца.
И дальше идет губной. Теперь смотрите, какой губной. Что значит губной? В тибетском он чуть-чуть отличается от того, что мы говорим в русском. В русском он не чисто губной. В русском он используются зубы и губы. Смотрите, В мы произносим в русском как? В. А здесь будет Ва. 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 Вака. Вака. Вака пишется вот так вот. Вака. Слышите, дыхание всем слышно? Вака. Вака. Это очень важно слушать других, когда, я имею в виду, слушать записи, потому что необходимо на слух уже определять какой-то звук. Потому что очень важно не только уметь произнести правильно, но и услышать, когда вы слышите, услышать правильный звук, потому что иначе вы не сможете определить, что вам говорят. И первый у нас ца, 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 ва, ца, 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 ва. Ца означает соль, остальные в принципе значения отдельно не имеют. Ва может иметь значение как лиса. Лиса как животное, животное лиса. Здесь я дам небольшой экскурс. Нам в принципе это сейчас не надо, но все-таки мы это сделаем. Дело в том, что очень часто, когда тибетцы записывают мантры, вместо вот этого ряда, они пишут вот этот ряд. То есть, если у нас говорят чакра, что такое чакра? Все знают, что такое на санскрите чакра, это колесо. Чакра. На тибетском будут записывать чакру, первый звук Ч будет записывать через Ц. И будет уже не чакра, а в лучшем случае цакра. А скорее всего цакра. Потому что мы это будем проходить. Кра, она будет произноситься как церебральный звучок, есть такой та. То есть это мы тоже будем с вами позже проходить, если пройдем с вами алфавит, и вы переживете его. То есть, и почему это произошло? Есть несколько мнений по этому поводу. Почему вместо тя пишут ца? Говорят, что некоторые тибетцы, причем это пишут тибетские лоцавы, так сказать. Лоцавы это те, кто... это термин, который обозначает переводчиков на тибетском языке. То есть это были профессионалы, которые переводили сложные тексты с санскрита на тибетский язык. Вряд ли эти люди просто ошибались или им не хватало знания для того, чтобы написать правильно. Значит, в этом есть какой-то смысл. Некоторые говорят о том, что, видимо, санскрит произносился по-разному в разных местах. В частности, в Индии до сих пор это есть. То есть, если мы, например, говорим про Крити, то есть в Центральной Индии санскритское слово «природа» или, неважно, некое главное материальное начало, неважно, пракрити произносится как «кри». В других местах это произносится как «прокрут». Чувствуете разницу? И в то же время это одна и та же Индия. И эти два произношения считаются как бы, то есть в своих областях, естественно, считаются как бы правильными. По всей видимости, в некоторых местах Индии, в частности, например, может быть в Кашмире, может быть и в Непале, вместо ча произносили ца, и тибетцы так и записали. Но, когда мы пишем мантры, мы записываем хотя и так, я предпочитаю, например, произносить все-таки как это принято сейчас. То есть поэтому, когда мы говорим ваджа, я не говорю бенза, я говорю ваджа. Почему? Потому что, это точно так же, как если бы мы, изучая французский язык или произнося французские фразы, использовали русское произношение, которое очень сильно отличается от того, как произносят во Франции. И то есть вместо французской назализации мы бы говорили, добавляли вот эти вот везде твердые окончания, такие как шершеля, фам и так далее. То есть это не совсем правильно. Я думаю, что если это санскритская мантра, давайте произносите ее на санскрите. Но это было такое отхождение в сторону. Давайте еще раз повторим и перейдем к следующему ряду. Ца, 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 ва, ца, 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 ва, ца, 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 ва. Прошу вас, повторите это дома. Несколько раз повторите дома, пройдите. И транскрипция у нас такая, смотрите, пишется вот этот ЦАП, передается как ТСА. ЦАП. Как будет следующий тогда писаться?
HH. Бывает так, что те, кто переводят книги с английского на русский язык и не знакомы с тибетским языком, люди думают, что вот это ТСА, так и надо писать ТСА. И вместо, например, Цомкапа пишут Цомкапа. В принципе, звук получается тот же самый. Цомкапа так происходит. Но записать тибетскую букву, которая транскрибируется вот так вот, как ТСА, это неправильно. Писать через русскую Ц, конечно. И здесь вот с этим, не знаю, кто-нибудь из вас сталкивался, приезжает в Россию, я с ним не встречался, есть некий Джорпель рабочий. Так вот, скорее всего, он Джорпель, потому что в тибетском до определенного времени не было звука Ф. Сейчас специально ввели знак для обозначения этого звука Ф, потому что в китайском он встречается очень часто. Его имя записывалось, наверное, вот через Па. Но так как оно на английски оно записывалось как PH, люди на русский взяли, переделали, и он стал Джорфель. Чего просто, ну как бы, не должно быть. И так случается. Например, знаете, такой есть Мипам Ринпоче. Это известный нимапинский автор 19 века, который написал очень много отличных трудов, был большим светилом в традиции Нимма. Он пишется Мипам. Па у нас какой будет? Смотрите, вы сейчас даже сможете почти что все прочесть. Единственное, я должен подсказать, что вот это вот сверху закорючка это И. Если вот без закорючки это Ма, закорючка это Ми. Дальше я пишу точку. Точка у нас отделяет слоги. Точка называется цек. Так и запишите. Цек. Придыхательная. Цек. Мы скоро к этому перейдем. Я немножко опережаю события и все же. Как казус, хочу показать. Дальше идут, смотрите. Идут две знакомые вам буквы. Па и Ма. Они идут между двух точек. То есть это у нас должен быть что? Один слог. Пам. Мипам. Так вот этого бедного Мипама записали как Мифам. То есть это то, что в будущем с нами никогда, ни в какой степени опьянения не должно происходить. Мипам, он всегда Мипам. И человека, который записал как Мифам, ну, надо было кому-то ему подсказать, что это не Мифам ни в коем случае. То есть ца, дальше у нас идет за. За у нас пишется, смотрите, д, з, а. За. Произносится низкое, за. Бывает высокое. Ну давайте проверимся. Мы уже проверялись прежде. Все-таки давайте с этим еще раз проверимся. Если она пишется, например, вот с таким вот значком, мы до него дойдем потом. Сверху добавляется что-то типа русской буквы Т, это будет за. 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 Слышите, да? Там всем видно? И давайте пару раз вместе произнесем. Ца. 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 Ва. Ца. 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 Ва. Ца. Ой. Ца. Я оперативно сейчас произнес. Услышали? Меня слышали? Услышали? Ца. 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 Ва. И теперь мы переходим к следующему ряду. Следующий раз, теперь смотрите, у нас было, я говорил о том, что у нас их было 5. Вот на этом они закончились. То есть до 5-го ряда у нас все буквы обладали, все звуки обладали одними и теми же качествами. То есть это был первый ряд у нас был в высоком тоне, второй ряд у нас всегда был придыхательный, третий был всегда в низком тоне, четвертый был до вот этого ва, он был назализированный, сейчас он стал каким? Губным. И далее мы переходим к следующим звукам, следующим буквам. Вот она пишется, смотрите, палочка, 2, 3, то есть как, почти что как на, но если мы сделаем носик чуть длиннее и сделаем такую палочку вниз. Не путайте их. Очень часто люди путают графически похожие знаки. То есть на у нас без этого, а вот это вот с такой головкой. Что это за звук?
Записывается он вот таким вот образом. И произносится следующим образом. Смотрите, он низкий у нас будет. Здесь он всегда низкий. Ща. 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 Далее мы напишем. Мы с вами говорили о том, что мы будем изучать тибетский язык, и, точнее не тибетский язык, а основным диалектом, который мы изучаем, это центральный тибетский. В центрально-тибетском он произносится именно так. Это записывается как ZHA, то есть ZHA скорее, если уж на то пошло. И он в низком тоне, и он произносится как ща. Теперь смотрите, на востоке Тибета произношение поменялось. В силу определенных причин, неизвестных, каких не будем в это вдаваться, звук немножко променялся, и он звучит как «жа». «Жа». То есть это что-то типа русского «ж», но не совсем, это такая «жа». И вот есть такое слово «шапка». Оно произносится по-тибетски в центральном Тибете как «щаму». «Щаму». А в восточном диалекте уже будет «жаму». Далее идет следующее, смотрите. Следующая буква. На что она похожа? Посмотрите. На «е». Я, наверное, куплю не только резиновый мячик, но еще и ракетку для придачи необходимого ускорения. Посмотрите. Эта буква теоретически это отражение вот этой. И она произносится в низком тоне. Это тоже низкий тон. Она произносится как «са». Смотрите. Это та же самая «са», но в низком тоне. То есть та же самая русская «са», но в низком тоне. «Са». 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 На востоке Тибета ее будет произносить как «за». Вот это вот прям чисто русская «за». Когда мы пишем, например, когда мы говорим, например, «завод», «за», «за». Из-за этого иногда у нас происходят трудности, то есть у нас появляются трудности. И, например, иногда спрашивают, а вот как правильно записать имя Авлокитешвара на тибетском языке? Дело в том, что Авлокитешвара на тибетском звучит как Ченреси. То есть я потом напишу, мы это будем еще раз проходить, я напишу, что там молчит, что не молчит, и как. Вот иногда люди говорят, да нет, другие вот говорят Ченрезик. Почему, то есть зикли, сикли? В том-то и дело, это разные диалекты, произносятся по-разному. И мы произносим это в центральном тибетском варианте, поэтому мы произносим как через си. Через си. И она будет не в низком тоне, а в верхнем, потому что у нее будет добавляться дополнительные буквы. Те же, кто произносит это в восточных диалектах, они будут произносить как зи, через з. И поэтому в следующий раз, когда вы столкнетесь с такого рода случаями, вы должны понимать, что если то есть одно и то же слово может произноситься по-разному в разных местах, в разных регионах Тибета, в разных диалектах. Дальше у нас идет следующая буква, она пишется вот так вот. Это А. Смотрите, в тибетском опять две А. То есть, кстати, как вы думаете, А это гласное или согласное? Согласна? Надо покупать пулемет с резиновым мячиком. Нет, конечно, она звучит как гласная, но просто такой вопрос. То есть она гласная, но у тибетцев она считается согласной. То есть это мы сейчас проходим согласные, между прочим. И среди них есть такой низкий А. А. У них будет еще и А. И будет А. И как говорят в Одессе, это две большие разницы. То есть это совершенно разные звуки. И, соответственно же, слова с ними будут произноситься по-разному, и это очень важно. Это А. А. Также эта буква маленькая используется для обозначения долготы в словах, заимствованных из санскрита. То есть, например, смотрите, я сейчас запишу санскритское слово «джняна». И мы будем это делать следующим образом. Я пишу, вы читаете. Давайте я верхний, наверное, сотру. Мы с вами прям очень сильно ускорились, но вы понимаете, что события, точнее, время заставляет нас двигаться чуть-чуть быстрее. Смотрите, что я говорил, если мы произносим что-то как «джняна» на санскрите, как мы будем записывать это на тибетском?
Отлично. Еще. Между двух точек у нас будет это слог. Какую букву мы будем использовать? За. То есть не дя, как должно было быть, а у нас писать будем за. Потом мы пишем снизу ня, дзня. И дальше, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, здесь мы приписываем маленькую а. Что это значит? На тибетском, в принципе, они, так как, ну, то есть у них нет деления на долгие или осознанного деления на долгие или короткие звуки. Соответственно, будет произноситься так же, но вот это, дзня, вот это должно в санскрите указывать на долготу звука. То есть что это значит? То есть обычно это записывается вот так вот, палочка сверху ставится. Это обозначает долгий звук. В среднем долгий звук в санскрите обозначает, что звук произносится в 2 раза дольше, чем короткий звук. То есть если мы говорим, например, а, то это должен быть а чуть-чуть дольше. И получается, это если бы было без а маленькое, было бы джняна. А с ней будет джняна. То есть будет долгий звук. То есть вы должны понимать, что это, зачем это здесь ставится. Это просто показывает долготу. И в санскрите это важно. Тибетцы, когда транслитерируют, так как они не понимают смысла этих букв, то есть очень часто они теряются. А вот хунги. Хунги это тоже указывает на долготу. То есть все вы, наверное... А это используется именно из не тибетский, а то, что для санскрита. Да, в тибетском это буква... индийские исходники, как бы. Да. Но в тибетском языке эта буква используется. А мы будем смотреть, когда и как она используется. Но когда она пишется под, да, вот. Это только в санскрите, только для слов, зависимых из санскрита. Смотрите, помните, вы все, наверное, знаете этот слог. Давайте сперва дойдем до него. Напомните мне, пожалуйста, хорошо? То Александр Зубов нам опережает это же событие, а я отвлекаюсь. И далее идет следующий звук, это я. Я написал его коряво и некрасиво, я надеюсь. В следующий раз, пожалуйста, приносите все распечатки с собой. То есть это у нас был такой с вами уговор. Потому что, во-первых, не всегда видно, во-вторых, я пишу иногда не очень красиво. Это я. В низком тоне я. Я. То есть это тот же самый русский звук я, но произносится чуть ниже. Потому что он может быть и в высоком тоне. Я. Например, как произносится тибетское слово як? Як. Я. Я. И там такая смычка. Я. То есть это як. И здесь такой момент. Тибетцы называют яком только животных мужского пола. Поэтому сказать ячье молоко немножко неправильно. Самка яка называется ди. Ди. Это мы тоже будем проходить. Ди это самка яка, и, соответственно, она дает молоко, яки молока не дает. Дальше идет вот это вот ра. 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 В каком тоне она? Ра. Наверное, в низком все-таки. Ра. Бывает она в высоком? Наверное, бывает. Ра. С ней, в принципе, все просто. Дальше идет... Р такая же, как русская? Да. Ра такая же, как русская. Единственное, смотрите, есть такое понятие, как церебральные звуки. Что значит церебральный звук? Вот зрите, сейчас будет современное искусство. Верхние зубы. Нижние зубы. Язык. Небо. Не дай Боже, кто сейчас засмеется. Язык загибается вот так, смотрите, к небу. И произносится так. Ра. Ра. Слышите, это как американская рэп практически. Ра. Иногда в Тибете произносится так. Он у них церебральный. В некоторых местах он произносится именно так вот, как ра. Звучит немножко странно, но так бывает. Ближе как Ж. Да, это что-то среднее между Ж и Ж, такое ра. Как в китайском, да. Как в китайском похоже, но это не везде. Я еще раз повторяю. То, как я это произношу, мы будем произносить как ра. Четко, ясно, без заморочек. Но если вы услышите, что кто-то произносит немножко странно, как ра, не удивляйтесь, есть такой диалект. Дальше мы переходим к ла.
это низкий тон, в низком тоне. Ла. Сейчас я напишу заново, потому что я их стер. Это ла. Ла. Что может значить ра? Ра может значить рога. Но там об этом мы тоже будем говорить чуть-чуть позже. Но там должен быть значок определенный. То есть здесь скорее это ра можно использовать как ограда. Если бы это были рога, здесь был бы вот такой значок, так называемый басур. Да, но мы не будем сейчас это писать. Ра, это тогда у нас будет ограда лучше. Ла может значить долину. Кто-нибудь ходил вокруг Кайлаша? Ну, есть там в названиях мест используется, то есть иногда можно слышать последний слог, это ла. Например, дролма ла. Во-первых, он не дролма, конечно. Это мы тоже будем с вами проходить. И вот этот последний ла, звук, он обозначает ла как перевал. И есть такое название ладак. Вот говорят, что некоторые говорят, что ла это долина, дак это узкий. Ладак получается как бы страна узких долин. Я не знаю, так ли, правильная ли это этимология, или это какая-то народная, выдуманная этимология. Но некоторые объясняют название ладак именно так. Ла это долина, дак это узкий. Получается ладак это страна узких долин. Ра, ла, дальше идет ща. Ща это мясо. Мясо плоть. Теперь, какая у нас была вот эта ща? Низкая. Низкая. Это у нас будет высокая. Вот здесь очень важно. У нас начинаются с вами звуки, которые похожи, но различаются. Смотрите, вот здесь очень важно это запомнить. Потому что иначе вы будете произносить совершенно разные слова. То есть вы захотите сказать шапка, а вместо этого скажете мясо. И вас либо не поймут, либо будут... Бывают иногда ужасные случаи непонимания. Давайте еще раз. Ща. 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 Разницу слышите? Я сейчас произнесу, вы послушайте. Ща. 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 Слышите разницу? Ща. Теперь все вместе. Ща. 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 Очень часто от людей это ускользает. То есть не всегда люди могут услышать эту разницу в звуках. И это очень важно. То есть это у нас низкая, это высокая. И дальше идет после нее, смотрите. Это будет высокий тон. Са. У нас была низкотонная? Смотрите, это у нас са. Чтобы произносить это са правильно, можете попробовать произносить как за. Запоминайте, когда вы произносите за, как вы это произносите, и затем произносите уже не за, а са. 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 Это может быть еда. Если писал чуть по-другому, ну это еда лучше. Так запомните. Са. Са это еда. Са это земля. Са. Са. И дальше мы дописываем две последние буквы. Мы сейчас подходим к концу алфавита. Дальше идет ха. И дальше идет вот это вот. Мы не записали, смотрите, извините. Спешим, чуть-чуть спешим. То есть это очень важно помнить, потому что бывают очень смешные случаи. Это не критично, но, например, люди, которые не слышат разницу, они иногда не могут вспомнить, как правильно писать. И смотрите, ну давайте я опять спешу. Давайте сперва закончим с этим. Ра. Ла. Ща. Са. Ра. Ла. Ща. Са. Ра. Ла. Ща. Са. Ща. Какая первая была? А вторая была? Ща. Какая была сейчас? Ща. А сейчас? Низкая, высокая. Низкая, высокая.
надо стараться слышать. Записываются они вот следующим образом. Ра, ла, с, h, а и s, а. Здесь, смотрите, у нас было через z, а здесь у нас было через s. И дальше идет х, ну с х у нас просто х. И дальше идет тибетская буква а. Она записывается... Опа, мы здесь не записали. Да. Давайте запишем здесь. Смотрите, она записывается просто апострофом. То есть мы ставим сверху запятую, не внизу, а вверху запятую. Если это вот строка, то есть вот она строка, то есть она ставится выше. Эта запятая обозначает вот этот звук А. Я пишется, да, да. А вот просто А будет обозначать вот эту высокую А. А. Ха. А. Здесь смотрите. А. Понятно? Слышите разницу? Тибетский алфавит сейчас записывайте. Тибетский алфавит, я уже говорил об этом, необходимо выучить наизусть. Сейчас мы с вами будем писать какие-то простейшие элементарные слова. Будем писать какие-то простейшие слова, состоящие из вот этих вот записанных уже букв. То есть практически мы уже готовы читать. Сейчас я объясню гласные огласовки, и мы перейдем с вами к чтению. Но прежде чем мы это сделаем, давайте все, те, у кого есть, пожалуйста, поделитесь с теми, у кого нет. Давайте весь алфавит прочитаем вместе. И дома, пожалуйста, повторяйте по много раз. Повторяйте по много раз, запоминайте. Потому что это то, от чего мы сейчас будем отталкиваться. От этой фонетики, отталкиваясь, мы будем переходить к сложным буквам. К буквам, которые пишутся так называемые стаккаты, которые пишутся друг на другом. И мы должны будем все это помнить. Ка-ка-ка-на. Начинаем алфавит с первой строки, пожалуйста, найдите. Все нашли? С первой строки мы сейчас прочитаем весь алфавит. И мы будем это делать, повторяя за мной. Ка-ка-ка-на. Ка-ка-ка-на. Ча-ча-ча-ня. Ча-ча-ча-ня. Та-та-та-на. Та-та-та-на. Па-па-па-ма. Па-па-па-ма. Ца-ца-ца-ва. Ца-ца-ца-ва. Уа. Помните все? Уа. Не ва, а уа. Дальше. Ща-са-а-я. Ща-са-а-я. Ра-ла-ща-са. Ра-ла-ща-са. Ха-а-ха-а. Вот он весь тибетский алфавит. 30 букв. 30 букв это работа на 30 минут. На самом деле это должно быть очень просто, очень быстро. А если бы я был Кашпировским, я бы дал вам установку. А вот некоторым надо писать вовремя. Гласные на самом деле изучаются в начале, но так получилось, что мы с вами не написали раньше. Сейчас мы их напишем. В тибетском говорится, что гласных 4. На самом деле в любом, как вы видели, любом тибетском согласном звуке присутствует А. То есть, в принципе, она должна быть где-то, но следуя санскритской грамматике, тибетские ученые до определенного времени говорили о том, что А – это жизненная сила или жизнь любого другого согласного звука, и поэтому она не пишется отдельно,
она не выделяется отдельно, потому что она присутствует. То есть это то, о чем мы говорили в санскритской грамматике. С этим можно, то есть с этим уже некоторые тибетские ученые еще тогда не соглашались. Но это сейчас не суть важно. Так вот, 4 гласные. Это И. Дальше смотрите, то же самое, но снизу это У. Дальше И вот такая птичка это О. 4 гласные. То есть, смотрите, если это у нас буква, то, соответственно, это будет под буквой, а вот эти две будут над буквой. Порядок именно этот. И, У, О. Вот именно в этом порядке. Не в каком другом, потому что в алфавите слова будут встречаться именно в этом порядке. То есть сперва Ги, потом уже будет Гу, потом будет Ге, а уже потом Го. То есть если вы хотите найти какое-то слово, вам необходимо вспомнить, какое оно идет в алфавите. Затем, если у него есть какая-то гласная, вам необходимо вспомнить, какая она по счету среди гласных. И таким образом вы ищете в алфавите. Если вы, например, как во многих других языках, очень часто использовали буквы для обозначения тома, то есть для обозначения цифр. То есть, если первый том это был К, второй был Х, третий К, четвертый На и так далее. Когда заканчивалась буква алфавита, что делать? Переходили к гласным. И может быть, например, том Ки. И так далее. То есть, поэтому надо помнить и порядок гласных, и порядок согласных. Потому что том Ки, он идет в любом случае до тома Ку. Потому что том Ку будет после... То есть это надо знать, потому что иначе вам будет трудно ориентироваться. Это то, что обязательно усвоить. Иу, Эо, Щи. Есть такая строчка из грамматического текста, который вы, наверное, все скачали, то есть это «Владыка леса». Там есть даже специальная строка. Там говорится «Иу, Эо, Щи». То есть гласных 4. И, У, О. Щи это числительное, это 4. Мы будем проходить этот текст, разбирать пословно. Мы еще успеем с этим разобраться. Но вот порядок гласных надо запомнить уже сейчас. Все записали? И сейчас мы с вами будем писать простенькие слова, чтобы понять, как это читается, как это делается. А на следующем занятии мы с вами перейдем уже к более сложным. То есть мы перейдем к сложным тибетским слогам. И если вы сейчас не запомните, то в следующий раз будет труднее. Поэтому запоминаем, приходим подготовленные и идем к успеху. Те, кому это кажется сложным и тоже на грани того, чтобы не приходить на следующее занятие, пожалуйста, доходите хотя бы до того момента, когда мы научимся читать. Чтобы была хоть какая-то польза. Давайте научимся читать так, чтобы в будущем, если потребуется, вы могли читать тексты. Это так, как делалось во многих буддийских регионах. То есть это то, о чем я говорил. Например, в Монголии, в Тибете, в Калмыкии очень часто люди умели читать тибетские тексты, не понимая их смысла. То есть это то, как делалось, то есть читались какие-то ритуалы или молитвы, люди не всегда понимали, что они читают, но они умели читать. Давайте хотя бы дойдем до этого, давайте хотя бы бессмысленно будем читать тибетские тексты. И переходим к следующему сделу, то есть мы сейчас будем с вами писать какие-то простые слова. Значит, гласные, согласные у вас разбираются в учебнике, о котором мы говорили. То есть о современном тибетском языке, это все разбирается до страницы 10, вы можете посмотреть это в учебнике, до 10 страницы. Здесь, вот, например, но на 10 странице под номером 1.6 говорится, что тибетный алфавит in уме скрипт, то есть тибетский алфавит в скриптом уме. Это такой скрипт, это типа рукописный скрипт, то есть мы не будем его пока разбирать. Дело в том, что тибетцы придумали очень много различных
скриптов. То есть вот то, что мы с вами сейчас пишем, это печатный текст. Бывают еще различные скрипты, которые писались для шапок, для специальных официальных писем и так далее. Была скоропись и так далее. То есть мы пока в дебри не будем погружаться, в будущем, когда вы научитесь уже писать и читать, у меня есть специальная пропись. То есть я отсканировал в свое время, выкладывал в интернете, есть пропись тибетского языка, как можно научиться скорописи. Потому что это очень полезно, это очень хорошо, но это для тех, кто доживет. И теперь давайте запишем. Какая это буква? В каком это тоне? Точка. Какая это буква? Ха. Кто сказал Ха сейчас? Ха. Какая она у нас? Аспиративная. Вместе читается, смотрите. Точка. Точка. Это значит один слог, второй слог. Все, что между точками, обозначает слог. Это интересное нововведение, потому что, как можно увидеть, в, например, дунхуанских текстах разделялось раньше немножко по-другому. Раньше писали две точки. Слог разделялся двумя точками. Потом перешли к одной точке вот здесь. То есть, ну, видимо, тибетское письмо прошло через какие-то этапы эволюции, и в настоящий момент мы вот пользуемся таким письмом. Точка обозначает у нас конец слога. Все, что до точки, это один слог. Это необходимо запомнить на всю жизнь. Ха. Это буквы чего? Алфавита. Первые буквы алфавита. Что значит алфавит на русском языке? Альфа и бета. То же самое. Алфавит. То есть ха, значит, что значит? Алфавит. Теперь помните, кто-нибудь помнит мантру Манджуши? Вот, во-первых, она не Ом Арапатца. Если уж пошло на то, должно произноситься как Ом Арапатча. Нади. Здесь Ом мы уберем. Ом он начинает все мантры, обозначает 3 тела Будды и так далее, и так далее. Это сейчас не важно. Уберем последний слог Ди, который записывается, неважно сейчас как, это мы будем проходить позже. Есть такой слог Ди, обозначает ум просто. Что остается в середине? Арапачана. Арапачана. Есть такой скрипт хороший. Кто-нибудь слышал? То есть есть много различных шрифтов, или, так сказать, видов письма, которым записывался санскрит. Есть брахми, есть деванагари, есть карошти. Этот карошти с помощью этого скрипта записывали санскрит, но порядок букв был там совершенно другой. И первые буквы этого алфавита так и начинались. Арапачана. И далее. То есть на самом деле получается, что некоторые буддийские мантры, они закодировали в себе какое-то знание. Но в частности, Арапачана очень часто это переводят как джуванинджи, то есть тот, кто доводит, доводящий до созревания живых существ. Это также первые буквы этого алфавита. Вот это вот кака. Кака, это значит алфавит кака. Дальше у нас будет такое слово. Кава. Помните, я говорил, что у нас будет колонна? Первая буква мы записали как колонна. Она произносится как кава. А написано что? Как мы читали вот этот слог? Должно быть кава. Но очень часто это Б, находясь во втором слоге тибетского, вы пишете это. Потому что невозможно все запомнить, необходимо записать и повторить. Очень часто во втором слоге тибетского слова «ба» переходит в «ва». И будет не «каба», а «кава». Очень интересно, когда вы читаете какие-нибудь... я вынужден об этом сказать. Дело в том, что очень во многом современное востоковедение в России, то есть не такое современное, то есть востоковедение до определенного периода,
очень часто опиралась на знание, которое было получено от бурятов, калмыков и монголов. Дело в том, что у многих монгольских народов вот эти вот звуки, они не различаются. То есть ка, га, ка, как бы их не различают, и они все лепились как га. И, соответственно, очень часто слова из-за этого менялись, то есть произносились немножко не так, и поэтому вы можете видеть, что когда записывают, например, тибетские имена, очень часто пишется не так, как казалось бы должно, но это в силу того, что среди монголоязычных народов они произносились по-другому. Так вот это вот кава, это колонна. А там есть точки или нет? Я пишу их, видимо, очень маленькими, здесь есть точки. Мы с вами договаривались. Кава сколько слогов? 2 точки. Давайте напишем что-нибудь с гласными. А можно вопрос? Да. Па не переуходит также у вас, если бы там не ба, а па, капа, не прозвучало бы как кава? Мы будем это проходить чуть-чуть позже, но обычно она не переходит, хотя есть случаи, когда переходит. Это мы будем с вами проходить в грамматическом тексте, о котором я уже говорил. Как только мы научимся с вами сносно читать, мы перейдем к этому тексту, и там объясняется, когда какая частица ставится, и, соответственно, там это влияет на произношение. И теперь давайте напишем пару слов. Ну, давайте напишем. Как это читается? Кигу. Кигу. Смотрите, добавление гласной не меняет тон. То есть у нас должно быть в низком тоне, соответственно, остается все в низком тоне. Кигу. Кигу — это название вот этого знака, надписной «и». Она называется кигу. Она называется шаркю, но дело в том, что там есть трудность. Надо будет тогда учиться писать. Ну давайте сейчас начнем. Кигу. Сейчас я напишу еще пару слов, наверное. А можно сразу все эти гласные написать? Вот. Как они Ладно. называются? 4 Давайте звучат. напишем. Да. Давайте напишем. Дело в том, что не получится у нас это написать сразу, потому что там надо объяснять некоторые вещи. Теперь смотрите. Это то, что мы должны будем сделать. Тибетский слог может состоять из более чем одной, когда мы его записываем, из более чем одной буквы. Смотрите, это что вот у нас? Ищите у себя, посмотрите. Ща. Низкая ща. Это что у нас было? Получается вместе, это один слог. Вместе должно быть? Ща. Дальше идет у нас, это что это у нас? Она молчит. Молчащая. Не читается. Точка. Читаем вместе? Щап. Что это значит? Щап это значит ноги. Уважительно. Дело в том, что в тибетском языке, как и в монгольском, как и во многих других языках, есть высокий стиль, есть обыденный, то есть обычный разговорный язык. Высокий стиль — это, например, как не рука, а длань. То есть это то, что мы не используем в каком-то повседневном обыденном языке. Так вот, щап — это значит, несколько значений может быть. Щап — это обычно ноги в уважительном языке. Щап. И дальше идет как К половинка, но под ней идет такая вот. Рано мы еще начали. Александр Зубов спешит, как обычно. Шапкю. Здесь вот тоже, ну мы спешим, я не буду это сейчас объяснять. Давайте запишем только вот эти два и дальше не будем. Будем читать сейчас слоги, а потом перейдем, потому что мы прыгаем. Это приведет только к запутанности, ни к чему хорошему это не приведет.
Дело в том, что тибетские слова, видите, они складываются не только из простых букв. Сейчас у нас пойдут так называемые стаккаты, или то, что тибетцы называют цигма. Итак, давайте научимся писать пару слов. Теперь смотрите, у тибетцев еще бывают какие знаки препинания? То есть мы договорились с вами, что точка отделяет слоги. Есть так называемая ще. Ще. Записывается она вот так, смотрите. Ще. На самом деле как должно читаться? Шадр. Читается ще. Это мы будем проходить. Это правило чтения. С ними ничего не сделаешь. Просто некоторые, как вы заметили, некоторые буквы в тибетском языке не читаются. Они молчат, они не читаются. Вот эта палочка называется ще. Она может действовать как точка, может действовать как запятая. То есть она ставится при перечислении, она ставится после каждого члена перечисления, она ставится еще в конце предложения, она может ставиться в конце фразы. То есть, теперь смотрите, я напишу, как называется точка тоже. Точка называется у нас цек. Придыхательная ца, цек. Цек не путайте, потому что очень часто пишут неправильно, пишут цик. Это не то. Цик это слово, здесь это цек. Цек через е. Цек. Цек, ще. Дальше, может быть, я не буду писать это слово, не ще есть такое. То есть, смотрите, две палочки могут ставиться вместе. Вот это обозначает конец, точно конец предложения, может быть конец какого-то отрезка повествования. Может быть конец какого-то повествования. И может быть вот такое, смотрите. 4 может быть, ще так называемые. Могут быть 4 палочки такие, 4 ще. Они ставятся в конце вообще, то есть посмотрите на тибетские тексты, если идет шапка названия текста, то обычно в конце там идут 4 такие палочки. В конце текста тоже идут 4 палочки, то есть это обозначает совершение повествования какого-то, то есть какого-то текста и так далее. Сейчас мы с вами попишем простые слова. И теперь смотрите. В учебнике современного тибетского языка, о котором я говорил, который, я надеюсь, у всех есть, есть на странице, я еще раз повторю, это страницы, которые я говорю в PDF. На странице 11 есть, смотрите, vocabulary, то есть есть vocabulary, то есть есть определенный список слов. Я не говорю, что их надо заучить наизусть. Если сможете, хорошо, не сможете, не проблема. Но желательно посидеть и пописать. То есть сидите и пишите. Перепишите весь этот список хотя бы по одному разу. Если у вас есть время и желание сделать это столько, сколько вы хотите и можете. Дело в том, что человеческий навык – это то, что нарабатывается повторением. Чем больше мы повторяем, тем лучше мы это делаем. Если вы хотите хорошо чем-то овладеть, это надо много раз повторить. В принципе, нет никакого другого, практически никакого другого способа осуществить это. То есть, если вы хотите чем-то овладеть и овладеть хорошо, повторяйте много раз. Поэтому было бы хорошо, если бы вы переписали вот эти слова много раз. И смотрите, в скобочках, если у кого-то это распечатано, открыто, 11 страничка у всех есть? В скобочках здесь написано произношение. То есть это не транскрипция Вайли, это просто произношение, то есть как надо произносить. Поэтому не ориентируйся на... то есть у вас не должно возникнуть, то есть я хотел бы, чтобы у вас не возникло каких-то сомнений, это не транслитерация Вайли. Транскрипция, то есть то, как необходимо произносить. То, что мы сейчас вот писали латиницей, это как это записывается, понимаете? Это не как произносится, как записывается. Вы записывали Вайли, а здесь записана транскрипция, да? Да, а здесь написано так, как это произносится. Угу. Поэтому здесь вот какие-то непонятные значки и так далее. И в Вайли какая проблема? Не проблема, а какая, так сказать,
Особенно. Особенность. В вайле мы не ставим точек, мы просто ставим пробел. Так, и вместо щ мы ставим слэши. То есть щ обозначается слэшами. То есть если 2 слэша, значит 2 щ, если 1 слэш, то соответственно 1 щ. Давайте сейчас попишем слова и потом перейдем к другим буквам, потому что это был тибетский алфавит. Но далее есть специальные буквы, введенные в тибетские буквы, тибетский язык буквы, которые обозначают санскритские звуки. Дело в том, что так происходит очень часто, что в каком-то языке есть определенный фонетический набор, который используется в этом языке, и в этом наборе может не быть звуков, которые есть в других языках. Например, в русском мы не выделяем отдельно аспиративные, то есть придыхательные. У нас может не быть церебральных. Также, например, в африканских некоторых языках есть так называемые щелчки, клики, или кликсы их называют. В русском этого тоже нет. И поэтому это дополнительные вещи, дополнительные звуки, которые мы должны освоить. И вот для тибетского санскритские звуки, они были не знакомы, то есть они не используются в тибетском, и вот их необходимо использовать. То есть для них специально придумали, для санскритского алфавита специально были введены знаки, которые мы сейчас с вами пройдем. Потому что так записываются мантры. И если вы хотите читать мантры правильно, это необходимо знать. Сейчас мы попишем простые слова и затем перейдем. Я буду ставить щ теперь. Теперь, когда мы знаем, что такое щ, я буду ставить щ. Что это написано? Хава. Хава. Это снег. Хава. Я сейчас иду по списку на странице 11 в учебнике. Хава. Буду пропускать некоторые слова, будем перепрыгивать, потому что если мы сейчас начнем все писать, у нас не хватит времени. Хава. Дальше, помните, мы говорили? Ма. Если я напишу здесь рядом палочку, можно спутать с другой буквой. Это может быть похоже либо на ба, либо на что-то еще. Поэтому, чтобы не спутать, после на ставится всегда точка. Это надо запомнить, это одно из правил тибетской орфографии. То есть, если мы пишем, если слово заканчивается на, или на стоит одна, и после нее идет щ, должна быть точка. Лучше это записать сразу. Лучше это записать, я дам вам время записать. И это, знаете, сейчас очень часто иностранцы набивают тибетские тексты, и они не ставят этих точек. Они не ставят 2 щ в конце каждой строфы стихотворения. Это плохо, это нехорошо. То есть, когда вы пишете правильно, это как правильно писать по-русски. Конечно, если вы напишете неправильно по-русски, я прочту и все равно пойму. Но это оставляет какое-то впечатление. И точно так же с тибетским языком. То есть, если вы пишете по-тибетски правильно, если вы ставите везде, где нужно щ и точки, это оставляет приятное впечатление. И поэтому после «ма», которое обозначает «я», мы всегда ставим точку. Перед «щ», я имею в виду перед «щ» мы всегда ставим точку. Смотрите, в этих во всех случаях точки нет. Здесь она не нужна. А вот после «ма», перед «щ», только перед «щ» мы ставим точку. Понятно? Что я сейчас пишу? Смотрите. Что это? Какой тон? Ама. Мама. Ама. Это будет мама. Мы с вами уже говорили про это слово. Пама. Пама, что это значит? Родители. Па, это что? И ма, это мать. Пама, родители. И это у нас запишется вот так вот. Па. Ма. Пама это не пама. Пама. То есть
это будет домашним заданием. 11 страница, пункт 1.7. Пишите сколько можете. То есть задание будет не очень большое. Сейчас мы допишем другие буквы, и на этом наше сегодняшнее занятие закончится. Значит, мы заучиваем алфавит наизусть, слушаем его много раз, либо на сайте, либо по тем записям, которые я оставлял. Я сегодня докину записи тогда. А нет, там уже есть весь алфавит. То есть слушаем по записям, которые я оставлял на страничке ВКонтакте. Кто не добавился, добавляйтесь. И смотрите, у нас на страничке 11, пункт 1.7. Пишем эти слова много раз. Только хотя бы по разу, ну желательно больше. Это те задания, которые я проверять не буду, но вы понимаете, что вы сейчас работаете для своего собственного блага, поэтому лучше писать. Дальше на странице 12 просмотрите, хотите, попишите немножко. То есть здесь все те же самые буквы, но уже с гласными. Но это не должно быть сложно. Поэтому их можно прописывать, можно не прописывать. Это как вы хотите. Далее мы перейдем на страницу 16. Перейдем на 16 страницу, и после этого всего мы уже начнем читать подписные, надписные и так далее. Но сейчас мы должны пройти вот эти санскритские буквы. Здесь смотрите, на странице 16 пункт 4.1. На английском написано, видите, после значка равно написано six reversed letters, то есть это значит 6 перевернутых, сказать, букв. Почему перевернутых? Потому что они написаны, это те же самые тибетские буквы, но перевернуты, они вывернуты обратно для обозначения санскритских букв. То есть как писать, вы поняли, да? Как разбираются слоги у нас, это все понятно. Сейчас мы просто перейдем к другой теме. Есть какие-то вопросы? А там 2 точки в последней из этих 6. Что это значит? Вы имеете в виду санскритский алфавит? Ага, да. Вот вы тоже опережаете. Я смотрю, у нас последний ряд постоянно опережает события. Есть какие-то другие вопросы относительно объясненного уже материала? У меня небольшой вопрос. Что если у нас написано слово, и между собой слоги не различают, то есть это один слог, то какое правило, как их читать вместе? Вот, это мы перейдем к этому мы перейдем, да, после того, как закончим с санскритскими буквами. Хорошо. Еще какие-то вопросы есть? Главное усвоить, что если стоит точка после какой-то группы букв, это один слог. Ну что же, давайте напишем эти так называемые 6 перевернутых букв, то есть по-тибетски они называются. Ну давайте напишем это. Это что это у нас? Как будет читаться? Лог. Это Л, это О, это Г, это один слог, лог. Лог это перевернутый. Вывернутый, перевернутый. Есть такое понятие в тибетском языке локта. Это извращенный, как их иногда переводят, но это плохой перевод. Это ошибочные воззрения. Это ошибочные воззрения пишется именно через это слово. Локта. Та это глагол смотреть или существительное воззрение. Мы потом это пройдем. Вот лок это перевернутый, то есть поэтому иногда переводят как извращенные воззрения, но имеется в виду, что ошибочные. Дальше идет я. Сверху над я идет и опять что? Логик. Г в конце смягчается. Ой, смягчается. Извините, оглушается. Оглушается, получается, не логик, а логик. Логик это вот эти самые перевернутые буквы. И дальше идет числительное. Смотрите, это у нас Д. Дальше добавляется вот такая палочка, это подписная Р, мы ее будем проходить, не беспокойтесь. Вот это что это у нас? Что сказал А? И
Вот здесь вот иногда, здесь опять, смотрите, в тибетском будем это разбирать. Последнее «к» иногда произносится, иногда нет. То есть в каких случаях не произносится? Слишком много будет. Не буду пока. Читайте как чук пока. Тоже происходит оглашение. Чук это 6. Чук. Логик чук. 6 перевернутых букв. То есть их должно быть 6. И первое, смотрите, как вы писали «т». Помните? Если ее развернуть, как она будет выглядеть? Та же самая верхняя палочка. И теперь зеркально пишем, смотрите. Дело в том, что на санскрите есть такие звуки, ну, пусть они будут называться церебральными, когда, как я уже говорил, как помните, я говорил «р», когда мы произносили? Как некоторые тибетцы произносят «р», то есть язычок куда упирался? В небо. И вот теперь мы упираем язычок, кончик языка в небо, но произносим звук «т». Получается «к», «та», «та». Придыхание есть? Да. Где там придыхание? «Та», «та». Язык завернули, смотрите, язык подняли вот так, прижали к небу «та». Давайте я послушаю по-быстренькому каждого. «Та». «Та». Не, просто «т», потому что их там будет несколько сейчас. «Та». 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 Нет, язык в небо уперли. Язык в небо уперли. «Та», как русское «т», но язык в небо, не за зубы, а в небо. «Та». «Та». Хорошо. «Та». 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 Чуть-чуть громче. «Та». «Та». Нам это пригодится, потому что в тибетском он тоже встречается. «Та». 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 А вот я про вас говорил, мы делаем сейчас хорошее дело, не надо стесняться, давайте говорите «та». Дело в том, что если вы не говорите, у вас не нарабатывается навык. Не нарабатывается навык, у вас не будет прогресса. Скажите это «та». «Та». Еще раз. Вы. «Та». «Та». Язык в небо. «Та». Вот, да, громче. «Та». Хорошо. Ага. Нет, мягче, без придыхания, потому что сейчас будет еще и аспиративное. «Та». Угу. Мальчик. Отлично. Теперь смотрите, это у нас была «та». Дело в том, что есть в санскрите такой звук. И затем идет, смотрите, как мы писали «та». Помните? Ну, у меня не очень красиво написано, я надеюсь, вы... Это у нас была какая «та». Придыхательная, аспиративная. Теперь ее же пишем наоборот. Пишем наоборот, у нас получается «ча». Язык стоит там же. Язык стоит там же, но произносится с придыханием. Вот поэтому я говорил, что не придыхайте, не давайте лишнего придыхания, потому что это два разных звука. Это будет уже «ча». «Ча». Первое это было «та», это «ча». То, что мы сейчас произносим, это произносится так в санскрите. Потому что тибетцы очень часто, они просто сбивают. Ну, нет таких звуков, они произносят. Это как в русском языке. В русском языке, то есть, когда мы пишем санскритские слова, очень часто эти церебральные пишется простой «т». Ну, либо пишется с точкой, если у нас правильная научная транслитерация, то есть у нас дается там точка, показывающая, что это церебральный звук. Но очень многие не знают, как это правильно произнести, поэтому произносят как могут. Так вот это должно быть «ча». Дальше у нас идет, помните, у нас был... Что ж такое? У нас с вами была такая буква «да». Теперь мы пишем наоборот. Палочка. И пишем ее зеркально. Она будет как «да», но язык у нас куда идет? Твердое небо. «Да». «Да». Она немножко такая должна быть. Она немножко... здесь вот санскритский звук и тибетский отличается чуть. Она такая «да». 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 «Да».
га. Получается та, ча, да. Дальше у нас идет, помните, у нас был вот такая буква, на, простая зубная, на. Теперь ее же мы пишем наоборот. Зеркально, видите? Она тоже церебральная. То есть это та же самая на, но язык упирается куда? В твердое небо и произносится на. Получается на. Слышите, такое получается, как язык движется вот так. Это то, как это произносится на санскрите, то есть так, как его произносят в современной Индии. Получается та-та-да-на. И дальше у нас будет следующий. А индусы так работают? Да. Но очень часто сейчас она не слышится так. То есть, на самом деле, мы сейчас напишем еще здесь пару звуков, которые Извините, дальше. извините, а тон сохраняется, когда переводится? Дело в том, что это заимствование из санскрита. Санскрит не тональные слова. Там нет там. Как произносить, как ходить? Хотите? Ну, скажите. Можете, То есть он не будет менять смысла. То есть, как в русском языке, если скажу трактор, или скажу трактор, разницы никакой. Слушай, надо с этим проводом что-то сделать. А какой работает? А зачем я тогда с этим? Дальше идет перевернутая ща. Помните, вот это была ща у нас? Она была ща. Смотрите, ща. Теперь пишем ее так же, но в зеркальном виде. И она произносится, она опять церебральная. Она произносится, язык у нас упирается опять туда же. Но мы произносим ша. Ша. Вот у современном хинди, который родственен санскриту, небольшая проблема. Они не различают между ща и ша. То есть они как бы у них взаимозаменяемы. То есть есть такое слово бхаша. Может произнести как бхаша, может, но должно произнести как бхаша. Ша не произносит сейчас так. Вот это вот ша. Вот это ща, это ша. Ша. Язык упирается туда. Ша. И дальше у нас идет то, о чем мы спрашивали. Это у нас что будет? Но это не полный звук сейчас, потому что снизу у нас идет другой звук, другая буква. Это надо произнести вместе. Как это будет? Ша. Ша. Что это за палочки? Эти палочки, запишите, на санскрите называются висарга. Какие палочки? Палочки, точки, извините. Точки. Висарга. Висарга. Висарга, они просто обозначают придыхание. Как еще раз он называется? Висарга. Они обозначают придыхание. То есть, на самом деле, это должно произноситься, как здесь есть различия. То есть, то, как это мы делали в Индии, то, как мы это делали здесь у нас на факультете. Дело в том, что в Индии наши преподаватели санскрита, они произносят это очень четко, как при дыхании. Висарга. То есть получается шаха. Ага. Слышите вот это? Ага. Шаха. У нас на факультете говорят, что не надо так произносить сильно, то есть это просто при дыхании. Кшаха. Но вот наши преподаватели так и произносили. Кшаха. И теперь смотрите. Будьте здоровы. Нет, сегодня мы не закончим с этим. Да, только на следующей паре. Ну ладно. Я тогда сейчас напишу еще один слог, и мы на этом закончим. Все вы, наверное, помните различных мантрах. Вторым слогом обычно идет не обычно, а часто. Например, Ома-Ахум. Помните? В Ома-Ахуме это у нас что?
А это что? А. А теперь это? Ага. Вот поэтому у нас в мантрах пишет ом, ах, хум. Вот ах и ага. Похоже? Но не одно и то же. И очень часто, в самом деле, оно просто иногда не произносится. Вот это ага, оно как бы просто тихо выпадает. И если правильно произносить мантру, то должно быть ом, ага, хум. Но ни в коем случае не ом, ах, хум. То есть поэтому просто лучше произносить ом, а, хум. Долгое а, висарка выпадает, не произносится. Ага, вот это, но на самом... это типа вот это придыхание. Да, вот это должно быть как ага. Маленькое а это как удлинение, да? Да, но это обозначает долготу, то есть это должно быть ом, ага. Дальше идет хум, опять же долгий. Ом, ага, хум. Но так никто не произносит. Ом, ага, хум. Так правильно? Нет, все, что я объяснял сейчас, это была просто игра, я... Почему так? На этом сегодня давайте... Правильное изучение, лучше все-таки он ага. Я же только что же это объяснил, Маргарина. Я Но объяснил, почему что тогда нет. получается так, что все неправильно говорят? Ну, я не знаю, так случается. Жизнь полна всяких неожиданностей. И неожиданно люди иногда произносят то, как должно быть, не то, как должно быть. Давайте сейчас совершим посвящение заслуг. Здесь нам очень любезно напечатали несколько экземпляров. Да, это, они отличаются. То есть здесь есть полная версия всего того, что все то, что мы с вами произносили в прошлый раз, и есть укороченная. То есть, нет, посмотрите там. Вот у меня тут тоже. На всякий случай. Серега, а у тебя какая с этим, с тибетскими буквами? Они все с русскими. Полная текст, а у кого-то 3 всего. Возьмите полную. Да, да. Давайте возьмем полную, да. В будущем, когда мы научимся читать, мы разберем эти четверостишие, то есть мы разберем эти стихи, мы переведем их пословно, чтобы нам было понятно, что их делать. И вообще, как вы знаете, Будда в свое время говорил о том, что учение должно передаваться на языке, на котором оно объясняется, то есть оно должно переводиться и практиковаться на языке носителя, то есть на языке тех, кто изучает учение Будды. Поэтому мы будем прочитывать это 2 раза. То есть первый раз мы будем прочитывать это по-тибетски, потому что мы изучаем тибетский язык. И второй раз мы будем это прочитывать на русском языке, чтобы было понятно, что мы читаем. Чтобы мы в самом деле смогли от всего сердца совершить посвящение заслуг. И поэтому давайте прочитаем это все вместе. Чанчук сенчо ринпоче, магия панам кегючи, кеваняма мевая, гоне гондо певальшо. Тоне тава ринпоче, мато пана тугючи, тованяма мевая, гоне гондо певальшо. Джамбе паво чидора кемата, куду самботия чишенте, веда куди чесота лоче, кеватия тачера кому. Посмотрите, последняя строка здесь. Как написано? Последняя строка в предпоследнем четверостишье. Зампо. Видите, зампо? Вот это то, о чем я говорил. Я читаю сампо. Здесь написано зампо. И то, и другое правильно. Разные диалекты. Видите, через зик. Я произношу как через зик. У меня и ц отпало, и с произношу. Через зиван тензин язой, шабе себе паду тенгу.
здесь написано все в разнобой, то есть здесь два разных диалекта, и во-вторых, мы иногда пишем х, а иногда пишут п, хотя там такой же придыхательный. Мы это все позже разберем. Нам надо на следующих двух занятиях научиться читать, и мы будем писать все, что мы можем, и разбирать. Писать и разбирать, писать и разбирать. Потому что иначе вы видите, как получается. Люди пишут по-разному одно и то же, записывают одно и то же в разных прочтениях, и получается у нас небольшое непонимание. То есть здесь где-то ва, где-то па, где-то ба, где-то зик, где-то сик, где-то зи. И непонятно, что и где. Почему? Потому что все пишут по-разному. Спасибо вам большое, что сегодня пришли. На этом наше второе занятие закончено. Домашнее задание я озвучил. Я надеюсь, все его запомнили и записали. Жду вас в следующий понедельник в 19:00. Закрываем. Там надо нажать конец.